Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба назначат спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке. Назначение согласовано с главой государства Асланом Бжане по инициативе министра иностранных дел Инала Арзенба. Ближний Восток – важный внешнеполитический вектор Абхазии, о чем свидетельствует активная работа посольства в Дамаске, отмечено на сайте внешнеполитического ведомства республики. По словам Хутаба, речь может идти о признании суверенитета республики многими государствами региона. «Я готов сделать все возможное в интересах нашей республики», заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба на встрече с главой МИД Абхазии Иналом Арзенба. Баграт Хутаба также проинформировал министра о том, что посольство Республики Абхазия в Сирии проводит серьезную работу по активизации взаимодействия с рядом стран Ближнего Востока. Цитата: «Прежде всего речь идет о перспективах признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны ряда стран Ближнего Востока», заявил посол. Наряду с этим Хутаба отметил, что Абхазия также обладает достаточным потенциалом для развития торгово-экономических связей со странами Ближнего Востока. «Я, как чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, готов сделать все возможное, задействовать все имеющиеся механизмы и связи с диаспорой в целях продвижения интересов нашего государства», особо подчеркнул Баграт Хутаба. К другим новостям. Абхазия готовится к участию в намеченном на 4 апреля очередном раунде женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба. В 2022 году, как известно, прошла лишь одна встреча в рамках женевских дискуссий. 3 встречи были отменены сопредседателями. Намеченный на февраль этого года очередной раунд дискуссий также был отменен односторонним решением сопредседателей, представителей ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Мы готовимся к очередному раунду на 4-5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников, сказал глава МИД. Инал Арзенба также сообщил, что абхазская сторона находится в тесной координации с российскими и юго-осетинскими коллегами. Мы будем требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания нашего государственного суверенитета, подчеркнул он. Все это происходит на фоне нагнетания ситуации в Грузии. В результате масштабных акций протеста, которые длились там несколько дней, власти страны отозвали 2 законопроекта. Представители правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что молодежь и другие граждане, которые принимали участие в протестах, были якобы введены в заблуждение радикальными силами, которые, по их же словам, хотят создать хаос в стране, сменить власть, вовлечь Грузию в войну с Россией и открыть в стране второй фронт. Причем грузинский премьер Иракли Гарибашвили считает, что в развязывании войны на территории Грузии заинтересован Киев, а также европарламентарии, которые часто выступают с критикой грузинского руководства по различным вопросам. Обвинения оппозиционных сил в Грузии в антизападной направленности в грузинской мечте опровергают, декларируя принципы евроинтеграции. В то же время политические аналитики и эксперты внутри самой Грузии уверены, что вся политика правящей партии «Грузинская мечта» синхронизирована с точки зрения Кремля. К другим новостям. 14-е заседание координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской стороны, прошло 14 марта в Белграде, сообщает МИД Республики Абхазия. Встреча в рамках координационного механизма была организована при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника и продолжает оказывать максимальную поддержку в поиске и идентификации лиц, пропавших без вести. В ходе встречи участники обменялись информацией о возможных местах захоронения лиц, пропавших без вести, и была подчеркнута необходимость активизации работы по поиску новой информации о возможных местах захоронения, отмечено на сайте ведомства. Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах, был создан в 2010 году под эгидой Красного Креста и действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права.